Всем доброе утро! Начинаем новую неделю вместе с «Утро Якутии». Просыпаемся, настраиваемся и не забываем улыбнуться. А еще лучше, если рядом есть те, с кем можно разделить радость и хорошее настроение. На календаре 29 августа, понедельник, в эфире Полина Долинская. Что нам ждать от предстоящего часа? В Якутске завершился Кубок главы по игре «Го». Как прошел городской фестиваль? Философия, история «Го», культурные традиции страны Юго-Восточной Азии. Об этом поговорим с нашим гостем. Заканчивается пора выездов за город и летних отпусков. А за время отсутствия хозяев счетчик электроэнергии продолжал крутиться. Как провести перерасчет за свет, расскажет наша традиционная рубрика «Советы юриста». У алданских каратистов завершился летний тренировочный сезон. Недавно ребята и тренеры вернулись из Яхромы, где проходили сборы. Увидим результаты каратистов, которым удалось наработать за лето. Якутские фильмы покажут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Ставший уже традиционным фестиваль якутского кино порадует новинками киноиндустрии республики. Будьте с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», задавайте свои вопросы нашим гостям и присылайте поздравления по номеру 8 914 273 44 88. Ну и в начале часа узнаем, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила плюс 4, плюс 9 градусов. В заречной группе в Итыккёле 0 градусов, плюс 11 в Барагонцах. В южных плюс 4 в Нерюнгри, в Алдане 12 выше 0, в Вилюйской группе от 7 до 10 градусов тепла. В Нижнеленских от 8 до 11, в западных от 5 до 11, в Колымо-Индигирской группе Улусов 4-15 градусов тепла. В Янских плюс 1, плюс 7 градусов, а на северо-западе со Скалахи минус 1, плюс 7 в Волынке. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 4 градуса со знаком плюс. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают день преимущественно без осадков. Ветер южный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 16-18 градусов тепла. В субботу в Якутске завершились интеллектуальные схватки на досках игры «Го» в рамках Кубка главы Якутии. 3 дня сильнейшие игроки оспаривали звание самого лучшего стратега и тактика. О том, как проходил Кубок, мы расскажем вам далее. Игра «Го» появилась более 5000 лет назад. В середине 20 века игра стала популярна и в нашей стране. В 2022 году крупный турнир по игре «Го» впервые прошел на якутской земле. Сам турнир в Якутии был задуман у нас в прошлом году, когда мы посетили чемпионат мира в Владивостоке. И тогда на полях родилась эта идея провести в Якутии свой крупный турнир, который бы имел такую знаковость. И у нас, я думаю, что получилось. Сегодня в Якутск приехали лучшие игроки со всей России, с очень обширной географией от Калининграда до Владивостока. И они каждый день показывают безумно сложные партии. Мы очень рады тем, что наши игроки, в том числе, это Федор Александр, это Виктор Павлов, это Верта Федор, они играют за одними столами с признанными гроссмейстерами, мастерами спорта, и получают у них этот опыт игры. Но не только игроки из России приехали на турнир. Станислав Фрейляк, профессиональный игрок в «Го» из Польши, с большим удовольствием принял приглашение поучаствовать в турнире. Организация и форма его проведения оставила у польского спортсмена массу самых положительных эмоций. Это такой турнир, на котором я раньше никогда не бывал, и вообще я не знаю, если проходили большие турниры на теплоходе, на каком-нибудь корабле. Так что очень интересная идея, и очень приятно находиться в таком месте и смотреть наружу. Вчера мы доплыли на Линские столбы, и тоже было время, чтобы мы пошли наверх и посмотрели всю природу вокруг. Так что в этом плане турнир очень необычный и очень приятно в таком участвовать. Безусловно, проведение столь крупного турнира даст свои плоды по развитию и популяризации игры «Го» в нашей республике, уверен глава Якутии Айсен Николаев.
Это, безусловно, признание Якутии как одного из возможных уже в будущем недалеком центров игры Go у нас в России. И я рад, что у нас с каждым годом мы видим просто качественный и количественный рост тех людей, которые увлекаются и начинают играть в Go. Эта игра очень стратегичная, она заставляет мыслить, она заставляет обдумывать даже не следующий ход, а те ходы, которые у тебя будут там через несколько уже, ходов уже, на много ходов вперед смотреть. И, конечно, так как это на самом деле древнейшая игра интеллектуальная, которая есть у человечества, история Го насчитывает 5000 лет, то, конечно, вот эти все ее приемы, все подходы, они во многом потом человеку в жизни, особенности управленцам, я считаю, что очень важны. Недаром эта игра входит уже, скажем так, не только в теорию, но и в практику подготовки многих управленческих кадров для элиты многих азиатских стран. В Якутии очень большие планы по развитию и популяризации игры Го. От включения ее в образовательные программы в школах до возможного добавления в качестве спортивной дисциплины на играх «Дети Азии» в 2024 году. Ну и кроме всего прочего, игра Го – это очень интересный и полезный вид досуга, доступный каждому. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск, Хангаласский район. Более подробно мы поговорим об этой игре с нашим гостем. У нас в гостях Александр Федоров, второй дан по игре Го, председатель Федерации по игре Го Якутии, член сборной Якутии. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Ну, вообще игра Го – это игра императоров и полководцев. Ну и она является самой древней и самой сложной. Мы с вами за эфиром уже пообщались, там очень много нюансов, очень непонятных. И вот долгое время эта игра как раз-таки была распространена в Юго-Восточной Азии. Сейчас она очень распространенная. И как вы считаете, почему она как бы обретает новую популярность? Ну, игра Го — это очень интересная игра по многим причинам. Во-первых, она развивает стратегическое мышление, умение аналитически мыслить, предвидеть дальнейшее развитие событий. Это игра, в которую не просто так играли полководцы в Древней Японии и в Древнем Китае, потому что действительно она помогает видеть шире, чем вам казалось бы хотеть. То есть, по сути, это выстраивание тактики было? Эта игра как тактическая, так и стратегическая. То есть в Го имеет место как решение задач, как и в шахматах решают этюды, так и решение более таких абстрактных и сложных проблем, которые требуют учитывать множество факторов различных. Кубок главы Го завершился вчера традиционным фестивалем. Чем запомнился этот турнир? Чем он отличался от предыдущих? Этот турнир запомнился, во-первых, беспрецедентным количеством сильнейших игроков. Практически все сильнейшие игроки России приехали на этот турнир. Это первое. То есть была очень-очень напряженная борьба, очень высокая конкуренция. Также кубок запомнился тем, что он проходил на теплоходе, на Ленских столбах. Я побывал на множестве турниров и ни разу не был на турнире на теплоходе. Это было просто потрясающе. А сколько участников было? Участников, получается, было 54 человека, которые приехали на Кубок России. Это взрослые игроки, сильнейшие. Также у нас параллельно проходило первенство Дальнего Востока, на которое приехало примерно 50 человек. А вот возрастные ограничения? Самый младший участник, самый старший? Вообще в Го играют дети 7-8 лет уже, а самый старший человек, участник, 75 был один. Давайте разберемся для тех, кто, как я, не понимает, что это за игра, чем она отличается от шашек. Это игра Го, игра Го — это игра шашечного типа, однако она отличается от шашек и шахмат тем, что там совершенно другие цели. Если в шашках и в шахматах необходимо уничтожить соперника, то в Го вы тоже можете уничтожить соперника, однако это не является главной целью игры. Главная цель игры — это оградить большую часть доски, чем это сделает соперник, камнями своего цвета. То есть, если мы опять же вспомним императоров, полководцев, основная цель этой игры была выстроить защиту такую, чтобы противника вытеснить либо со своей территории, либо еще и его территорию захватить. Примерно так.
Ну, очень интересно. Кто представлял Якутию вот как раз-таки на проходивших турнирах? Много ли было участников с нашей республики? Всего от Якутии было 13 участников, 3 из них взрослых игрока, в том числе и я. Федор Эверстов, наш сильнейший игрок, Виктор Павлов, вторая доска, и третья доска — это я. Также у нас играло 10 детей с разных районов, были с Чурапчи, с Усть-Маи, ну и, конечно, с города Якутска. Вообще, как по нашей республике развиваются именно какие-то дополнительные кружки по игре Go? Есть ли они, создаются ли? Да, у нас, получается, на данный момент в IT-парке проходят встречи игры клуба игры Go. Там мы собираемся, играем, проводим лекции, мастер-классы для начинающих. Также в Международной арктической школе у нас есть кружок игры в Go и в АИК-хата. Но мы собираемся расширяться, и этой осенью, я надеюсь, мы откроем еще новые кружки в новых школах. Александра, а поделитесь своими личными впечатлениями, ощущениями, во-первых, от прошедшего Кубка главы. Удалось ли вам поиграть с сильнейшими игроками не только нашей республики, но и нашей страны, России? И кто стал победителем? Сильнейший состав, как я уже говорил, был на этом турнире. Добраться до верхов было невероятно сложно. Мы играли где-то посередине, вот, с игроками из середины рейтинг-листа. Однако это был интереснейший опыт, было сложно, действительно сложно. Невероятно напряженная борьба разворачивалась не только за высокими столами, но и у нас. Первое место занял Илья Шикшин, третий профессиональный дан по игре Go из Казани. Он не только сильнейший игрок России, но также сильнейший игрок Европы. В общем-то, тут сюрпризов не было. А что такое дан? Это что-то вроде титула как раз-таки игроков Go? Типа мастера спорта? Ну, тут все очень просто. Получается, если вы когда-нибудь занимались карате или слышали про карате, в карате также есть система Q и дан. Вообще, эта система произошла впервые из игры Go. Ее придумали еще в 17 веке. Когда вы только научились играть, вам присваивается 20-й Q, и дальше идет по возрастанию 19-й, 18-й, 17-й. И самый сильнейший ученический разряд — это первый Q. Потом после первого Q идет первый дан, это уже мастерский разряд. И дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. У меня второй дан — это примерно соответствует кандидату в мастера спорта. Угу. Ну и что вам дает возможность как раз-таки поучаствовать в таком кубке и сыграть с сильнейшими соперниками? Ну, необходимо тренироваться, усердно решать задачи, играть партии и также участвовать в других, более мелких турнирах. Большое спасибо за такую интересную беседу. Конечно же, мы желаем вам дальнейшего развития, во-первых, по нашей республике, этой интереснейшей игры, ну а вам еще больших и больших побед. Спасибо большое. Спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Воспитанники столичного детского сада «Журавлик» проходят медосмотр. Справки о том, что ребенок здоров и готов пойти в детский сад – это одно из требований посещения дошкольного учреждения. В первую очередь педиатры осмотрели детей средних групп. Малыши сдали анализы и прошли вакцинацию против гриппа. Тем временем в детском саду вовсю готовятся к открытию. Провели капитальный ремонт на общую сумму более 1 миллиона рублей. С 1 сентября в обновленный детский сад придут 370 малышей. Сделали ремонт сделали крыльца пожарного выхода. В элеваторном узле и вентиляционной тоже ремонт проводились. Это капитальный ремонт. И кроме этого в 12 группах заменили на светодиодные светильники по требованиям нового Санпина. Все наши сотрудники вышли с отпуска, все подготовили свои группы, свои рабочие места. И, конечно, мы все с радостью ждем наших воспитанников.
В Ленске завершилась замена фонарей уличного освещения на светодиодные в микрорайоне «Спутник». Теперь жители этого отдаленного микрорайона могут спокойно под ярким светом фонарей перемещаться по родным улочкам. За последние 5 лет в Ленске освещено более 70 улиц, произведена замена опор. Так, в недавнем времени обновили энергетическое хозяйство самой протяженной улицы в Ленске – улицы Победы. В первую очередь светодиодные фонари озарили и отдаленные микрорайоны, а также часть улиц частного сектора в центре города. Это очень хорошо. Мы благодарны, что у нас хотя бы улице теперь светло. И зимой, и летом у нас тут и школьники, и внуки бегают. Так что мы как бы почувствовали, что за нами маленечко начали заботиться. Мы же здесь живем, а отопление у нас, электроэнергия дорогая, чтобы отопление. Мы два пенсионера. С дровами нам очень тяжело. А газификацию обещают. Так что вот обещанное снова ждем. Инклюзивный детский коллектив «КНАТ» из Якутска стал лауреатом первой степени в номинации «Театральное искусство» вторых международных детских инклюзивных творческих игр в области высших достижений в культуре и искусстве. Дизайн коллекции разработан преподавателем колледжа технологии и дизайна Дарьей Наговицыной. В этом году Пифийские игры принимает гостеприимная столица Удмуртии, город Ижевск. На творческих состязаниях приняли участие 1149 участников из 59 субъектов России, а также 5 государств. Выступления номинантов оценивали члены жюри, ведущие артисты и деятели культуры. В играх принимают участие дети с инвалидностью от 6 до 18 лет, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы. Примерно в мае-апреле мы получили ткани и приступили к пошиву коллекции. Через месяц, в июне, была уже готова коллекция. Мы отсняли конкурсный видеоролик и отправили его на Пифийские игры. Сегодня мы здесь лауреаты первой степени. Доброе утро, друзья! Всем, кто только проснулся и присоединился к нам. Это программа «Утро Якутии», а в студии Полина Долинская. Мы сообщаем о том, что мы работаем в прямом эфире и всегда готовы к обратной связи с нашими телезрителями. Это сделать можно в телеграм-канале «Утро Якутии», а также по нашему номеру 8 914 273 44 88. На календаре 29 августа. И на наш номер телефона пришло такое замечательное сообщение. Дорогой брат Дунаев Иннокентий Петрович, хочу поздравить с юбилеем. Тебе 65. Какие твои годы? Еще нужно любить, мечтать, стремиться и побеждать. Поэтому желаю тебе здоровья, сил, упорства и терпения, воодушевления, любви, родных, достатка и удачи. Твоя сестренка Настя. С удовольствием присоединяемся к таким теплым поздравлениям. Ну а сейчас мы узнаем, что звезды сулят нашему зодиакальному знаку на сегодня, 29 августа. Опираясь на наш гороскоп, вы сможете эффективнее строить свой рабочий план, развивать личные отношения и даже контролировать ежедневное состояние здоровья. Овен. Неделя принесет вам благоприятные перемены в личных делах. Постарайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на мелочах, из которых слагается быт. Телец. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров может пролиться свет на происходящие события или будет получено интересное предложение. Близнецы. Гороскоп рекомендует действовать по обстоятельствам. Его всегда можно скорректировать в силу независящих от нас причин и обстоятельств. Рак. Для вас эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Не ищите подвох. Вам необходимо поверить в удачу и попытаться извлечь из этого периода максимум пользы. Лев. Астрологическая обстановка этой недели наполнит вашу жизнь приятными событиями. Львы в этот период смогут найти нетривиальное решение старой проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут настроиться на позитив и уверенно посмотреть в свое будущее. Дева. Неделя будет приятной и спокойной. Нет тех вопросов, которые вы не смогли бы решить в свою пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите любое желание. Весы.
На этой неделе можете смело внедрять инновации в жизнь. Можно попробовать себя в новых делах, освоить новое хобби, поэкспериментировать с прической или избавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах необходимо проявить осторожность. Скорпион. Гороскоп указывает на то, что в этот период скорпионы могут получить ответ на важный вопрос. Если он окажется не таким, на какой вы рассчитывали, все можно будет поправить, если приложить усилия. Стрелец. Эта неделя укажет на эффективность курса, выбранного вами. Даже если придется откорректировать какой-то процесс, это не повлияет на ваш успех. Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими людьми. Козерог. Энергии на этой неделе будет хоть отбавляй, но имеется риск направить ее в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, кто знает толк в жизни. Каждый из козерогов имеет все шансы обрести личное счастье. Водолей. Ваш дар убеждения на этой неделе достоин похвалы. Применяйте свое красноречие по назначению и проявите чуть больше расторопности в делах текущих. Гороскоп советует водолеям мыслить шире привычных шаблонов. Рыбы. Неделя, в ходе которой рекомендуется нацелиться на долгосрочные перспективы. Перед вами появится несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение и вера в себя помогут достойно провести этот период. 29 августа ровно 137 лет тому назад немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как керосиновая повозка для верховой езды Даймлера. Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей массой 50 килограммов имел мощность 0,5 литров в секунду. Колеса его были железными ободами и деревянными спицами. Чем занимателен еще этот день в нашей рубрике «Даты и события». На календаре 29 августа. Сегодня отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. По народному календарю Спас нерукотворный. Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. В это время наблюдали за отлетом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в 3 этапа, в 3 Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже на Покров будет мороз. Этот день в истории. В 1479 году в этот день был освящен Успенский собор Московского Кремля. Храм стал главным собором Московского государства, а также усыпальницей московских митрополитов и патриархов, а также местом коронации российских самодержцев. В 1885 году, 29 августа, немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. В 1938 году в Советском Союзе было введено заочное высшее образование. С этого времени такое обучение стало органической частью общей системы образования в стране, в которой подготовка специалистов велась по большинству специальностей, принятых в системе высшего и среднего специального образования. В 1949 году в этот день в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы. 29 августа первая советская атомная бомба, являвшаяся копией американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно прошла испытание на Семипалатинском полигоне. А спустя ровно 42 года, в 1991 году, в Казахстане закрыли Семипалатинский ядерный полигон. В 1995 году там было уничтожено последнее ядерное устройство. В этот день родились Павел Брюлов, русский живописец, пейзажист, архитектор; Вернер Форсман, немецкий хирург, нобелевский лауреат; Ингрид Бергман, шведская и американская актриса. В этот день также родился Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен. Именины сегодня у Александра, Анны, Герасима, Степана и Якова. Над селом Батагай у Селданского улуса собрались стаи журавлей, готовятся к отлету в теплые края. На этом видео видно, как большая стая красиво пролетает над поляной.
А как вы провели лето? В начале нового учебного года школьники по традиции пишут сочинения о том, как они лето проводили. С этим вопросом мы обратились к нашим телезрителям, и они поделились своими впечатлениями. Ой, лето у нас было чудесно, как никогда забываемое. Мы очень много провели времени на речках, на всяких разных купаниях, шашлыки. Ну, в общем-то, самое, запоминающееся лето. Ну и плюс еще фестиваль дополнил наши все впечатления. То есть вот уже лето к подходу, и мы еще думаем, эти последние деньки все равно мы еще проведем суперское. Еще солнышко нас застанет, будем еще на речке отдыхать. Мы даже как моржи еще купаться будем, несмотря на минус. Очень хорошо. Мы ездили с крестным на речку с мамой тоже. И в лагерь мне очень понравилось. И летом это очень хорошее время года. Лето прошло хорошо, только погода не очень была. А так ездили на речку, и с друзьями отдыхали, и с родителями на природе. Отлично все. Такого замечательного лета, как в этом году, не было давно. Стоял великолепный июль, совершенно потрясающий. Август, который радует своими красками, яркими осенними. Я ненадолго уезжала в Москву и вернулась в любимый город, чтобы как можно больше сделать здесь полезного. Написать новые песни, пообщаться со своими замечательными подругами, подготовиться к фестивалю. Но теперь уже начало учебного года. Я работаю в Соложке и с удовольствием принимаю новый 2022-2023 учебный год. Съездили в Приморье, во Владивосток, в Славянку, покупались и приехали, и сразу же на фестиваль. Вот и лето кончилось. В середине лета я вместе с родителями уехала отдыхать в горы, на Домбай. Много интересного увидела и также отдохнула. Приехала, и все вместе поехали на конкурс. Заканчивается пора выездов за город и летних отпусков. А за время отсутствия хозяев счетчик электроэнергии продолжал крутиться, потому что работали холодильники или из розетки не были выключены электроприборы. Как провести перерасчет за коммунальные услуги за время вашего отсутствия и сделать перерасчет за свет, расскажет наша традиционная рубрика «Совет юриста». Доброе утро, дорогие друзья! Как же хорошо, когда дома светло, тепло, уютно. Ну и так, начинаем со слова «светло». Электроэнергия, да. Сейчас участились случаи, когда у нас изменились счета за электроэнергию. Это не связано иногда с повышением тарифа, иногда это связано с изменением тарификации. В связи с передачей расчетно-кассовых центров в другой регион, то есть у нас появилась дальневосточная компания, да, у нас некоторые пользователи, потребители электроэнергии получили новые счета. Это, по словам самих потребителей, изменилось где-то в апреле месяце ориентировочно. Если вы обратите внимание, то это связано иногда с тем, что тариф был использован не понижающий. То есть есть тариф для жилых помещений, в которых не установлены газовые плиты, у них более низкий тариф, да, для расчета по электроэнергии в связи с использованием электроэнергии для готовки. Да. Для этого заполняют соответствующие акты газоснабжающей компании о том, что не установлена, получается, плита, да, также заполняется акт Якутскэнерго и присваивается определенный тариф. Заметили, что почему-то вдруг он неожиданно изменился. Если с вами также произошло, вы обнаружили, что рост счетов за электроэнергию, ознакомьтесь с данным пунктом, да, какой тариф вам присвоен. Если вдруг самостоятельно компания его поменяла без обоснования причин, вы можете обратиться. Компания пишет, что с момента обращения вносятся изменения, да, на тарификацию, но так как ранее вам присвоен был уже пониженный тариф, да, в связи с отсутствием потребления электроэнергии плитой, да, на кухне, то вы можете обращаться за дополнительным перерасчетом в этой части, поскольку никаких изменений в жилом помещении не произошло, газ вы, допустим, не открывали, у вас он закрыт, по-прежнему стоит тоже оборудование, что можно установить по актам и обратиться о том, что вам произвели перерасчет за весь период времени, да, согласно последних данным, которые вы подавали актам о состоянии жилого помещения. Если не происходит, конечно, обращаемся в Роспотребнадзор. Ну, а пока мы спешим напомнить основные правила. Итак, тарификация
И расчет потребленной электроэнергии согласно пункту 1 статьи 157 Жилищного кодекса происходит согласно приборам учета, да, их показаниям. Показания нужно подавать своевременно до 20 числа каждого месяца. Оплата происходит до 10 числа следующего месяца. Да. Если вы показания своевременно не подаете, то, соответственно, расчет происходит по среднему объему потребления за последние 3 месяца. Это пункт 596 правил предоставления коммунальных услуг. Да? А если у вас не установлен счетчик, тогда вы рассчитываете по нормативу. Все с нормативами тарификации можно ознакомиться на сайте компании. Ну, конечно, предлагаем своевременно подавать показания. Напоминаем, что Якутскэнерго в связи с повышением уровня заражения коронавирусной инфекцией перешел на прием по записи. Поэтому, если возникают какие-то вопросы по перерасчетам, чтобы не стоять в очереди, лучше также записаться на сайте. Желаем, чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно. Август – время сбора урожая. Одна из самых востребованных среди огородников культур – это помидоры. Раннеспелые томаты ценятся за быстроту созревания и возможность успешно получать достойный урожай в условиях короткого лета. Некоторые скороспелые сорта особенно популярны у садоводов. Наша коллега Юлия Михайлова побывала в гостях у Иннокентия Федорова, научного сотрудника Института биологических проблем Карлеозона, и узнала много интересного. В Якутии очень короткое лето. И возникла потребность в таких скороспелых сортах, которые дают очень высокий урожай буквально с июля месяца, да? Середины июля. И в нашем институте работал такой блестящий ученый Семен Романович Попов. В одной лаборатории мы с ним работали. Он давно не работает, но он жив-здоров до сих пор. Он создал вот прекрасный сорт хаяхсыт. Хаяхсыт. Это наш якутский сорт? Да. Хаяхсыт – это поселок в Чурапчинском районе, откуда он родом. И вот таким образом увековечил прославил свою родину, да. Чурапчу, и свой наследник. Что он сделал, да? Он поработал с мировой коллекцией томата во Всесоюзном институте растениеводства в городе Ленинграде и подобрал очень такой образец из высокогорья Южной Америки. Так. Южная Америка, люди думают, тропики, да? Но там есть в Чили кордильеры, такие горы, да? Ответвление Андов. И там на высокогорье, вспоминаем географию, на 4000, 5000 над уровнем моря, на высоте. Там лето только 2 месяца, даже суровее, чем в Якутии. Ого. И там свои помидоры, да? Так. И в свое время ВИР, это Всесоюзный институт растениеводства, привезли оттуда семена и выращивают в Ленинградской области. Семен Романович задумал такое, взял этот образец, скрестил с каким-то, я точно не знаю, с каким-то российским сортом. Мне кажется, это верлиока, такой популярный сорт до сих пор, массовый сорт. И получил очень скороспелый такой сортообразец хаяхсыт. Он в госреестр не попал. А где можно купить, успел, кстати? Потому что это очень большая бюрократия. Я у него взял эти семена, вот этого вот гибрида, да, между чилийским и российским сортом. Он обозвал его сорт-кандидат можно. Он в госреестре, он официально не сорт, просто его называем сортообразец хаяхсыт. Он хорош тем, что очень скороспелый, со второй половины июля он уже дает урожай. Я уже дважды снял отсюда большой урожай, и растение все равно продолжает расти, да, давать урожай. И буквально он еще заморозкоустойчивый. Он до середины сентября, даже после первых заморозков силой до -3, он продолжает вегетировать. А вы накрываете как-то, вот чем-то укутываете? Я не укутывал. В прошлом году они до середины сентября прекрасно плодоносили. Последний урожай я собрал где-то 14-15. Попов добивался того, чтобы люди
уделяли минимум времени, да? Очень много времени на обрезку уходит вот с этими. На посынкование, так называемое. На посынкование с нашими российскими сортами. Без посынкования, без привязки они не дают большого урожая совершенно. А он нашел такой вот его сортообразец, не обрезается, не посынкуется. То есть посадили, забыли. Главное поливать. Не забыли его поливать и удалять сорняки только. Минимум времени уходит. Да, повозиться нужно, но не так, как, допустим, с другими сортами. Смотрите, а плоды, вот они такие маленькие или как-то они еще как-то более такие? Плоды не очень большие, но их колоссальное количество. Их много. В прошлом году я такое среднее растение выбрал, да? А по качеству все-таки я ученый человек, поэтому с одного растения сколько можно среднего? Я видел, что очень много, да, дает плодов. И я взвесил. С одного растения 7 килограмм получилось. За один раз? За один раз. А это последняя уборка. Да, а вы говорите, что вы уже снимаете урожай? До этого я покрасневшие снимал. Уже сняли? Раза 3. Раза 3. Ого-го. В Иркутске сотрудники питомника К9 спасли щенка с вросшей в шею веревкой. Щенок поступил с поврежденной шеей. Веревка вросла в кожу и повредила мышцы. По предположениям ветеринаров, рана возникла из-за петли, которая по мере роста собаки все сильнее сдавливала шею и дыхательные пути животного. Куратор ветеринарного госпиталя отметила, что такие случаи жесточайшего обращения с животными не редкость. По ее словам, в учреждении часто привозят собак с вросшими ошейниками и цепями. Сейчас состояние щенка стабильное, рана заживает быстро, и через некоторое время сотрудники питомника начнут искать нового хозяина для собаки. Операция проходила под общим наркозом, потому что собаке было очень болезненно, он был истощен. Первые дни он сам есть не мог принимать пищу, мы начинали его кормить со влажного корма, потому что ему было очень больно глотать. Ну и, видимо, пока вот он где-то бегал, он не мог принимать пищу вообще, потому что, доставляло мучения собаке. И непонятно, скорее всего, собаку в таком состоянии именно где-то держали на привязи, потому что я надеюсь, что если бы люди в Иркутске или в области щенка бы увидели раньше, они бы сообщили раньше. А так как вот это произошло в момент, когда у него уже было все очень сильно поражено, я думаю, что его именно где-то держали. Гектар для Гектора. Спасенного тигра привезли в Хабаровский заповедник. Спасенного амурского тигра Гектора перевозили из Челябинского приюта «Спаси меня» в Центре реабилитации диких животных «Утес» Хабаровского края. На кадрах, снятых в среду, сотрудники Центра «Утес» и руководитель приюта диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Далакян занимаются транспортировкой Гектора из аэропорта в заповедник. Кроме того, на видео попал процесс знакомства животного со своим новым домом. Несмотря на долгий перелет, тигр чувствует себя отлично. Животное переместили в специальные клетки, примыкающие к вольеру, чтобы у тигра было время привыкнуть к новой обстановке до выхода в естественную среду обитания. Вот этот красивый вольер, который является как фиксационным, карантинным, это фактически будет его дом. Это огромная территория, да, все, новый папа, принимай папу свою нового. Это территория, которая полгектара специально подобранная, что у него была возможность двигаться, бегать, прыгать, скакать, потому что дальнейшая реабилитация – это сугробы, это развитие тех мышечных масс, которые атрофировались из-за полученных травм. Около 2 лет назад посетитель зоопарка в Оренбурге пытался украсть маленького Гектора. Похищение не удалось, однако мужчина нанес малышу многочисленные травмы, когда пытался вытащить его за задние лапы через прутья клетки. На восстановление животного ушло около 6 месяцев. Тигренку делали болезненные инъекции в сустав, а также медикаментозные блокады. Теперь Гектор будет продолжать реабилитацию в естественных условиях, прыгать по сугробам и исследовать красоту тайги. У алданских каратистов завершился летний тренировочный сезон. Недавно ребята и тренеры вернулись из Яхромы, где проходили сборы. А всего в период каникул у спортсменов было 7 циклов учебных тренировок, результатами которых удалось наработать за лето. Каратисты поделились с нашими коллегами.
Это кадры одной из тренировок по карате Докио Кишункай всероссийских сборов в городе Яхроме Московской области. Основной задачей сборов стала подготовка к наступающему спортивному сезону. В рамках учебных тренировок для юных спортсменов были проведены мастер-классы. Кроме того, каратисты приняли участие в турнирах. По приезду мы начали проводить свои сборы с 22 августа по 29. Шлифуем то, что нам нужно доработать, делаем, так сказать, домашнее задание. И уже в сентябре у нас начинается соревновательный сезон. Учебные тренировки в Яхроме в летний период для алданских каратистов стали отнюдь не единственными. На сборы всероссийского и регионального уровней ребята вместе с тренерами выезжали 7 раз. Мы посетили в Крыму летнюю школу Российской национальной федерации карате Кишункай. Провели сборы в Тамоте, объединили все наши группы, которые у нас есть спортсмены. Посетили сборы сенсея Еременко. Конечно, это большой опыт, потому что это специалисты высшего такого уровня с большим опытом бойцовским, тренерским. Это смена локации, это что-то новое. Это работа в парах с сильнейшими спортсменами России. Занятия по оттачиванию мастерства и наращиванию опыта продолжались и дома. В спорте, как известно, каникул не бывает, и длительное расслабление недопустимо. В настоящее время у юных каратистов идет цикл технических тренировок. Он завершится в последний понедельник августа. Летний тренировочный период передаст эстафету новому спортивному сезону. Первый всероссийский турнир состоится уже в начале сентября в Анапе. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Ну и от карате мы переходим к еще одному популярному направлению в спорте – это к футболу. И об этом мы поговорим с нашим гостем. Иван Ощепков, заместитель директора Республиканской специализированной спортивной школы по футболу. Доброе утро, Иван. Доброе утро, Полина. Доброе утро, телезрители. Начинается новый учебный год, и ваша школа набирает воспитанников. Вот кто может к вам попасть? Как проходят отборы? Как проходит тот самый кастинг необходимый? Кто попасть может и куда нужно идти? Да, действительно, в этом году наша школа продолжает отбор детей 2006 года рождения до 2015 года рождения. И также в этом году у нас будет новый набор детей 2016 года рождения. Однозначно трудно сказать, какие дети могут прийти к нам. Мы принимаем любых. Мы готовы просмотреть всех, но известно, что футбол любит активных ребят, которые готовы с утра до вечера бегать по футбольному полю. Но также не стоит забывать, что футбол – это командный вид спорта, где нужно быть внимательным, где можно слушать и слышать таких же ребят, как и ты. Какие-нибудь по состоянию здоровья, там, либо физически необходимые данные должны быть у ребенка? Да, требуются справки, а также согласие от родителей. Всю эту информацию вы можете получить у нас на сайте, также можете в всех социальных сетях мы присутствуем, также там есть все наши координаты, вы можете нам написать сообщение как ВКонтакте, как в Телеграме канале, и мы вам всем ответим. А сколько тренеров занимается с детьми? Как вообще проходят тренировки? Ну и есть ли филиалы не только в городе Якутске, но и в других районах нашей республики? На сегодняшний день у нас тренировку осуществляет, тренировочный процесс осуществляет 15 тренеров. Под их руководством тренируются 494 воспитанника в 27 группах. У нас имеются филиалы на данный момент в городе Якутске, в городе Нерюнгри. Тренировочный процесс осуществляется согласно федеральному стандарту, утвержденному Министерством спорта Российской Федерации. Тренировки на спортивных объектах проходят у нас в городе Якутске. Это спортивный комплекс «Дахсун», стадион Туймада имени Николая Николаевича Тарского. В городе Нерюнгри тренировки проходят на футбольном манеже «Горняк», а также в спортивном комплексе «Шахтер», который представляет из себя это универсальный зал 60×30 с паркетом для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, крытый хоккейный корт с искусственным льдом 60×30, также плавательный бассейн 25×9 и тренажерный зал. А есть ли вообще в нашей республике все необходимые условия для того, чтобы как раз-таки заниматься футболом, ну и в дальнейшем развивать этот вид спорта?
Да, конечно, есть. Наш регион уникальный на Дальнем Востоке, который имеет в своем материально-технической базе 2 крытых футбольных манежа, где круглогодично, бесперерывно идут тренировочные процессы. Что сказать о будущем? Футбол будет развиваться у нас по целям, указанных в соглашении, которое было подписано в декабре 2020 года между администрацией главой и правительством Республики Саха-Якутия, Министерством спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Дальневосточного футбольного союза, а также Футбольного союза Республики Саха-Якутия. Соглашение представляет из себя это 24 цели, 37 мероприятий, по которым в дальнейшем до 2024 года направлены развитие нашего детского футбола, не только детского. Основной целью соглашения является, конечно же, это увеличение числа систематически занимающихся футболом, также укрепление материально-технической базы и, конечно же, достичь результатов, чтобы к 2024 году у нас в республике появился профессиональный футбольный клуб. Ваши воспитанники принимают участие не только в дальневосточных играх, но и по всей стране. Какие результаты у наших юных футболистов? Наша школа работает с 2009 года. За это время наши воспитанники различных годов выпусков и групп занимали призовые места как на Дальнем Востоке, так и на различных всероссийских и международных соревнованиях, проводимые под эгидой Российского футбольного союза. Сегодня наши воспитанники принимают участие в новом проекте Российского футбольного союза, который Российский футбольный союз реализует с 2019 года, и с 2021 года они его расширили, его географию, и теперь оно также у нас реализуется на Дальнем Востоке. Сегодня в этой лиге принимают участие наши команды, то есть сборная республики, сформированные на базе нашей школы 2007 года рождения ребята и 2006 года рождения ребята. Этот проект республика участвует с 2021 года. В этом году 2 возраста. На следующий год Российский футбольный союз обещает, что будет расширение, еще расширение. И в 2023 году мы на футбольных полях Дальнего Востока будем видеть 3 наших возраста ребят. Это 2006 год, 2007 год и 2008 год. А как в дальнейшем будет развиваться детский футбол? Детский футбол, как я ранее сказал, что он будет развиваться по намеченным целям и мероприятиям, обозначенных в соглашении, подписанном главой республики нашим и Российским футбольным союзом. И, пользуясь случаем, я бы хотел выразить слова благодарности от нашего коллектива, от тренерского состава нашей школы, главе Республики Саха-Якутия Арсению Сергеевичу Николаеву, Российскому футбольному союзу, Дальневосточному футбольному союзу и Министерству спорта Республики Саха-Якутия за всестороннюю постоянную оказываемую поддержку нашему виду спорта. Большое спасибо, Иван. Мы, конечно Спасибо же, большое. желаем дальнейшего развития такого замечательного вида спорта, ну и, конечно же, побольше наград и побед наших спортсменов. Ну и спасибо, что в это утро вы пришли в нашу студию. Спасибо, занимайтесь спортом, приходите к нам, ждем всех. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Выплаты в размере 100 тысяч рублей будут выдавать с будущего года учителям, чьи ученики стали 100-бальниками на ЕГЭ. Об этом сообщил мэр города Евгений Григорьев. Он отметил, что в этом году в Якутске 6 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Один ученик стал 100-бальником дважды. Более того, Евгений Григорьев поручил городскому управлению образования провести в ближайшее время тематические педсоветы во всех школах по этому вопросу, выявить причины ухудшения показателей, определить механизмы их улучшения на следующих экзаменах.
Угольщики Якутии выполняют все поставленные цели. В этом году объем добычи угля планируется увеличить до 38-40 миллионов тонн. Рост будет обеспечен в основном за счет реализации инвестиционного проекта по развитию Эльгинского угольного комплекса «Эльга-Уголь» и проектов группы компании «Колмар». В сентябре этого года планируется запуск нового инвестиционного проекта предприятия «Антрацит Инвестпроект» с проектной мощностью 6,5 миллион тонн угля в год. А на горно-обогатительном комбинате Инаглинский начнется строительство новой железнодорожной станции, здравпункта, столовой и объекта второй очереди обогатительной фабрики. Производственный центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли республики заработает в 2023 году на базе Южно-Якутского технологического колледжа, который стал победителем конкурса проекта «Профессионалитет» государственной программы развития образования. По новым образовательным программам планируется обучать свыше 2000 студентов в год. Беспересадочное железнодорожное сообщение впервые свяжет Якутию и Благовещенск. Поезда будут отправляться через день, а время в пути составит 1 сутки 16 часов. Его организация связана с растущим спросом на пассажирские перевозки. С поездом Нижний Бестях-Благовещенск будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска. В остальные дни будет курсировать поезд Нижний Бестях-Тында, а с ним вагоны беспересадочного сообщения до Иркутска, Владивостока и Благовещенска. В самое ближайшее время к этому поезду будут подсоединены почтово-багажные вагоны, которые позволят не только приехать пассажиру комфортно, но и привезти какой-то минимальный багаж, поехать дальше от Благовещенска за границу, в Китай. Этот поезд будет ходить очень жестким графиком, без срывов. И каждое наше событие, каждый наш шаг в пассажирском обслуживании, он всегда приносит что-то новое в качестве обслуживания. Сегодня это Благовещенск, сегодня мы работаем по Хабаровску и Владивостоку. Пока туда идут прицепные вагоны, но в самое ближайшее время мы прорабатываем возможность именно для того, чтобы пустить уже свой поезд до Хабаровска и до Благовещенска. Автобусы по межмуниципальным маршрутам из Якутска начнут ездить ежедневно с 1 сентября. К перевозкам привлекут 10 из 100 новых комфортабельных автобусов, закупленных к столетию якутской автономии. Ранее маршрута общественного транспорта из столицы в Намские горные районы не было. По этим новым направлениям будет уточняться пассажиропоток и необходимое число рейсов. Маршрут Якутск-Покровск-Махсоголох был внедрен давно. Из-за востребованности увеличится количество рейсов и по этому направлению. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Якутские фильмы покажут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Ставший уже традиционным фестиваль якутского кино порадует новинками киноиндустрии республики. 2 сентября состоится открытие фестиваля. В этот день покажут военную драму Петра Хики «Холодное золото». В последующие дни зрители смогут посмотреть фильм об испытаниях на пути к победе «Джулур Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова, фантастическую комедию о путешествии во времени «Бюгюн Былар» режиссера Александра Лукина и 2 кинокартины режиссера Михаила Лукачевского, приключенческую комедию «Дикий челлендж» и драму «Вертолет». Таким был наш понедельник, друзья. Мы желаем вам отличного, бодрого настроения. Не забывайте, что это последний понедельник лета, и проведите его с полным зарядом на позитив, ну и, конечно же, с хорошим настроением. Всем до завтра!